Всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. Итак, друзья, сегодня я еду в город и вот подписываю все свои мешки с рыбой. Вот у нас мешок налима везу здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 налимов влезло. Здесь мешок ряпушки. И вот еще один мешок ряпушки. Везу гостинцы в город. Сегодня уезжаю. Вот сюда должна подъехать машина за мной. С места встречи у нас в конторе. Вот так грузят нашу машину. Микроавтобус УАЗ. Итак, друзья, время 3 часа. Мы выезжаем из Жиганска. Сколько будем ехать, не знаю, но водитель сказал, что приблизительно 1,5 сутки будем ехать. Машина у нас, микроавтобус полный, пассажиров. Со мной едет мой коллега Тарас Петрович, вы его уже знаете. Вон он там сидит. Сейчас вот заберем 2 пассажиров еще и поедем. Итак, 7 часов мы приехали в поселок Баханы. Водитель зашел здесь к знакомым к своим. Так, сколько мы едем-то? 4 часа, да? 3,5 часа мы добираемся до сюда. 90 километров, да? А? 80 километров, говорят. Население поселка маленькое, где-то 400 с лишним человек. Здесь опять берем рыбу. Люди отправляют в Якутск рыбу в мешках. Сейчас погрузим все и поедем дальше. Ребят, пока сидим, решил немножко перекусить. Все. Тарас Петрович тоже вот чай пьет. Ехать еще далеко, поэтому надо кушать. Итак, друзья, мы подъехали к речке Баханой. Стоянка такая вот. Вот автомобиль, обратите внимание, УАЗик воистину признан в нашей республике как самый лучший автомобиль, самый недорогой, самый проходимый и востребованный, можно сказать.
как выручает везде. Вот наши ребята ездят на таких автомобилях. Смотрите. Потому что у нас тут бездорожье, и в принципе только на такой технике можно и проехать. Итак, сейчас время без 5:11. Мы проехали 200 километров за 7 часов, получается. От поселок Бестях. Он тоже небольшой. Здесь вот назван в честь того, что Бесь — это на якутском означает сосна. Вот это поселок означает, что здесь много сосен. Здесь высаживаем женщину и дальше поедем уже, получается, 8 пассажиров. Место чуть побольше будет. Фонари горят вот на улицах даже. Вообще в таких поселках здесь, как правило, ни участкового, ни как положено фельдшерского ничего нет. Ну, фельдшерский пункт есть, наверное, но там не ахти лечат, как обычно. Так, друзья, время 1:30. Мы доехали до границы Жиганского с Вилюйским районом. Здесь вот стоит КамАЗ, и как вы можете видеть, такое постройка такая в виде ЮТ. И сюда люди ложат свои преподношения. Это такой обычай. Некоторые привязывают вот веревочки такие вот, подарок. Да. КамАЗ тут стоит, уезжает. Тоже в Якутске. Даже люди термоса оставляют, вот смотрите. Тут все обклеили, по-моему. Ну и также тут все, чтоб мусор не разбрасывали. Итак, город Вилюйск. Всю ночь спал. Здесь пассажиры тоже высадили. Довольно большой город. Городок, можно сказать так. Для Якутии считается городом. Газифицирован даже. Здесь рядом газ добывает, перерабатывает. Появилась сотовая связь. И местами даже 3G проскакивает. Здесь мегафон и Билайн. Даже МТС, по-моему. Так, друзья, пересели вот в такой хай в Вилюйске. Тут водитель уехал обратно в Жиганск. Сейчас вот едем. Помягче едется уже. Приехали в чайную такую.
Вот такая чайная вот. Здесь же у них запчасти сразу продают. Итак, друзья, едем уже сутки. Больше суток. Вон наш Хайс. Вот КамАЗ дорожников. Вот обратите внимание, асфальт на трассе. Это федеральная трасса. Но асфальт, сразу скажу, не везде, он кусками. А весь участок дороги мы проехали по автозимнику, и часть федеральной трассы была гравийная. Вот часть вот такая вот, частями вот так попадается, что асфальт. И отсюда осталось 160 километров, 2 часа ехать. Проехали поселок Бердигистях. Это горный район, он граничит с Вилюйским. И следующий у нас Якутский. Итак, друзья, время 5 минут 7-го. Мы приехали в город Якутск. Итого я ехал сутки, 26 часов в сутки и 2 часа. Вот оттуда мы приехали, со стороны вот этого завода, со стороны ГРЭС 2. И туда сейчас поедем в город. Вот водитель записал адреса всех. Сейчас будет развозить всех по домам. Ну все. Вы на канале Клевая Рыбалка. В следующий выпуск я покажу вам рынок. Ну и может в городе что интересное будет.